Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. Здравствуй, Петр. Мой постоянный соведущий. И к нам сегодня в гости пришла врач-диетолог. Но мне здесь нужно будет прочитать. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха-Якутия, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Анастасия Дмитриевна Савина. Анастасия Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь с Семеном. Здравствуйте, Анастасия. Да, Здравствуйте, Семен. всегда забываю это сказать, поэтому сразу говорю, спасибо, что согласились прийти к нам на передачу. И с чем вы к нам сегодня пришли, что, скажем так, будете готовить? Сегодня я буду готовить куриные шарики и салат морковный с грецкими орехами. То есть как вариант легкого сбалансированного ужина. Ключевое слово легкого. Да, легкое Легкое. и сбалансированное. Да, у вас все вот заточено под ЗОЖ, под правильное питание и все прочее, я так полагаю, да? Ну, Какую-то историю конечно. имеет это блюдо? Почему именно выбор пал на это да, блюдо? потому что это блюдо очень легко приготовить. Ингредиенты совершенно обычные, которые можно найти в любом холодильнике. Это курица, это может быть филе курицы, куриный фарш, творог, морковка. Здесь может быть не обязательно морковный салат, любой салат может быть овощной. И так как обычно в семьях есть дети, а детям рекомендуется на ночь, скажем так, вечером не рекомендуется тяжелая пища в виде красного мяса, да? Ну, И как да. раз подходит куриное, значит, мясо белое. А когда мясо красное кушать лучше? Днем? Утром? Да, лучше кушать утром Вы, и днем. вы, наверное, придерживаетесь того, что завтрак съешь сам, обед Да, обязательно. это и ужин отдай врагу. Да, но мы ужин врагу не отдаем. Все-таки 3 приема основных должно быть, поэтому у нас должен быть легкий, ранний и правильный У меня ужин. такое ощущение, что мы именно в нашей передаче, вот кулинарное ток-шоу мы его называем, да, много будем говорить о питании, правильно же, да? Да, О правильном питании. питании. О правильном, о правильном здоровом питании. Да, питании. потому что у меня самого действительно есть вопросы, несмотря на то, что я вроде как, ну, я считаю, что правильно питаюсь и все прочее, но все равно когда-то возникают вопросы, потому что раньше говорили там соль, сахар, белая смерть, сало нельзя вообще, а сейчас говорят, ну, чуть-чуть, там где-то там Конечно, что-то можно. Можно. И даже нужно. Даже немножко. сало. Да. Да, ну да. А раньше говорили, ну как, жирное нельзя, Да, это соленое самый нельзя, большой миф. жареное нельзя, колу Да. нельзя, чипсы нельзя. Можно? Нет, колы, чипсы нет. Так, ладно, перейдем. Ну хорошо, да, с чего начинаем? Вы немножко расскажите, пожалуйста, какой будет у нас. Ну, вы с Семеном, я слышал, вы обсуждали до передачи, но Да, тем не менее. мы начнем с куриного шарика, да, потому что это требует, значит, готовки. Это фарш куриный, да? Это куриный фарш. Рубленый, да, получается? Но я сделала рубленый, потому что это... Ну то порубили. Да, у меня, значит, было филе. Мгм. Но можно купить уже готовый фарш, чтобы, как говорится, не заморачиваться, меньше тратить времени. 400 грамм куриного фарша. Добавляю сюда, значит, творог 200 грамм. Обезжиренный, наверное, или нет? Конечно, жирный. Как это обезжиренный? Вообще, Обезжиренный нельзя же в кушать, здоровом питании никаких обезжиренных продуктов нет. Не должно Это быть. не должно быть. Это, знаете, Натурально должно быть. Да, это ошибка. Да, ошибка, что должно быть все обезжиренное. Ну, соль добавляем. Белая смерть, Обязательно. которую раньше называли так. Да, ну, Да. в границах нормы. Вы извините Да. меня, потому что у меня как-то это, Нет, немножко предвзятое отношение, да, потому Это что... правильное выражение да? на самом деле, Ага. да. Все должно быть в меру. Добавляем, значит, зелени, в данном случае у меня кинза, и добавляем перца немножко, да. Перца. То есть Ну, для вкуса это так, да, Все полагаю? как положено, да, в любой фарш кладем. У меня смесь перцев, Смесь перцев. да, Ага, я вижу, там что-то разбиваем красненькое. одно яйцо. Ну, чтобы схватывалось, я так полагаю, да? Да. И начинаем смешивать. Ну, сначала, наверное, попробуем ложечкой. Ну, чем, значит, как говорится, тщательно смешаем, тем лучше будут схватываться ингредиенты между собой. Да. Я так полагаю, И вы полу- еще и жамкать собираетесь Да, распечатки, да, наверное. обязательно, потому что здесь у нас получается животный белок, это вот куриный фарш, да, молочный белок, это творог. Также добавили мы яйцо, это опять же и молочный жир здесь есть, и яичный жир, это желток. То есть очень такой, значит, сбалансированный у нас будет фарш. Ну, давайте вот так помнем еще, и мы будем их лепить.
тоже руками. Хорошо, а пока вы лепите такой вопрос. Всегда интересен вопрос, выбора профессии и все прочее, да? Да. Телезрителям, в том числе и мне, да и Семену наверняка интересно. Почему вы пошли в медики? Ну, в медики я пошла, потому что с детства, сколько себя помню, мне мама и бабушка говорили, что хотят меня видеть врачом, что я буду их лечить. Мне покупали куклы врача, доктора, покупали наборы медицинские. Ничего Я себе. сестренку, братика лечила, там уколы им ставила, играла в больницу. А когда пошла в школу, мне очень понравились предметы биологии и химии. Поэтому, в принципе, Уже да, выбор уже профессии, когда в школу заканчивали, не стоял. не стоял совершенно. Я сразу пошла в медицинский. Ну, то есть, получается, это и нравилось? Ну, то есть, либо вы сказали, партия приказала и пошли, нет? Нет, мне очень понравилось. Мне очень понравилось учиться в мединституте. Я поняла, что я оказалась там, где мне нужно. Но все равно, пока учишься, не очень понимаешь. И когда я пришла работать после 5-го курса, проходила производственную практику, меня сразу посадили, значит, на прием, потому что врач срочно куда-то уехал по неотложным. Ну вот так. Ну, значит. тяжелое же обучение, да, считается? Медицинское? Тяжело, во-первых, Тяжело, 6 да. лет, Долго. 7 лет интернатуры. Да. Долго. Ну и конечно, потом долго. ответственность все-таки как бы за жизнь человека же, да? Начинаем лепить. Ага. Можно еще, в принципе, отбить. Ага. Как Давайте еще? я тоже одену перчатки. Хорошо. А я уже снимаю, да? Да. Вот. Поэтому мне повезло, что я не разочаровалась в профессии. Профессия мне очень понравилась. Ну да, часто же так бывает. Ну, я, например, физик, всю жизнь занимался телевидением. Ну, куда догодиться, с одной стороны, да? Да, но с другой стороны, мы жили в такое время, в 90-е годы, когда ну, Да, это вообще были- непонятные времена, да. Да. Так К что, ну, сожалению, это тоже захватило это время. вам повезло. 90-е, нулевые, без зарплаты сидели. Но, тем не менее, да, осталась верна профессии. Вот. И до сих пор. И до сих пор профессия. Ну, круто. Да, а выбор вот специализации у медиков же тоже же, да? Я знаю, что медиков, ну, условно делят на две категории. Те, которые любят резать, и те, которые вроде как бы и нет. Или нет, это условное такое деление. Ну, наверное, условное деление. Скорее всего, в хирургию, Да, кто да. любит резать. И люди идут такие, скажем так, смелые и отважные. Да. Потому что это тяжкие, ну и выносливые, потому что это тяжкий Ой, и тяжелый труд, физический да. труд тоже. Я потому что в у том меня есть числе. знакомые хирурги, когда руку пожимаешь, сразу так, Да, да. чувствуется, что вот. Это надо стоять Да. часами Ну. за операционным столом и так далее. Ну, я работала педиатром. Я выучилась на педиатра, я отработала педиатром почти 10 лет участковым в районе. И поэтому работать с детьми одно удовольствие. Прямо они на твоих глазах выздоравливают. Но результат Да. сразу виден, да? Сразу виден, вот сразу виден. Самое главное поставить диагноз и правильно назначить лечение. Ну, но тем не менее же всегда же существуют врачебные ошибки, ну, либо там неправильно. Как справляться в этой ситуации? Это же все равно стрессовая ситуация. Да, это стрессовая ситуация. Никто не застрахован, я так Никто полагаю. не застрахован Да. абсолютно. Есть такие, да, у каждого врача все равно есть свои ошибки. Ну, делаем выводы, и хорошо, если они не заканчиваются, конечно. Летально. Летально, да. Ну, дай бог, да. 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 Мгм. А то, что вы сейчас чем занимаетесь, тогда расскажите, пожалуйста. Как вы пришли туда? Ну, в диетологию я шла долгим путем. Я с 2008 года, это примерно уже 15 лет будет, стала заниматься продвижением здорового образа жизни в образовательных организациях школьных города Якутска. Так. Ага. И проводила уроки здоровья детям. Но сначала в силу своих функциональных обязанностей, как врач-педиатр. Ну, потом это стало, можно сказать, моим хобби, увлечением. Я поняла, насколько важную роль играет вообще образ жизни в жизни человека. Это практически главная составляющая, наверное, здоровья человека, образ жизни. Он предопределяет его здоровье. И таким образом, потихоньку, можно сказать, и пришла в диетологию. Да, вы знаете, есть такая статистика, да, ну, нормальный человек, ни один человек не хочет умирать прямо сейчас. Да, 90% людей знают, что нужно делать для того, чтобы оставаться здоровым. Ну, не курить, не пить, режим. Знают, да. Но только 20% соблюдают это. Это Да. что такое?
Ну, Как в это- вашем случае? в нашем случае, в моем случае, я это тоже вижу, что знают многие. Да все знают, никто не хочет умирать прямо сейчас. Информированность очень хорошая, даже Но. мы проводили исследования в школах, Ага. информированность вообще о здоровом образе жизни у них тоже очень высокая, 74% показала. Мгм. Но приверженность, когда они что-то делают, да, правильно, 2 раза меньше было. Да? Это да, еще куда не шло. да, это еще Считается, куда что не вообще шло. 20%, да. Почему это происходит, да? Но. Вот я тоже думала, почему это происходит. В силу, наверное, устоявшихся каких-то вот неправильных привычек, да, все-таки Социальных этих... доминанты какие-то социальные, и они не Ага. всегда правильные. Да, они не всегда правильные. Ну. Влияние среды, социума, привычки, которые выработались в детстве, они же такие живучие тоже. Ну. И не всегда неправильные тоже, да, нездоровые бывают. Вот. И лень, возможно. Леность, да. Вот это нежелание выходить Запретный, из зоны комфорта. запретный плод сладок, Да. тоже вот этот же Да. момент. Сладкого-то хочешь тортика навернуть перед сном? Ну, Да, но вот эта тяга к сладкому на пустом месте тоже не возникает, Кстати, на самом да. деле. И я как врач говорю вполне серьезно, что это все-таки влияние таких гиповитаминозов, дефицита витаминов, минералов, нездорового питания, в том числе вследствие какого-то гормонального дисбаланса, который возникает из-за хронического недосыпа, из-за того, что нет режима дня, питания и так далее. То есть это все в кучу наваливается. Так, нас мы уже отбили, да? Мгм. да, следующий этап. Будем... Следующий этап у нас получается Да. формирование шариков, да? Шариков. Да. А должны быть шарики? Митболс. Шарики. Или Мит- неважно митболс. Ну, в какие. принципе, не важно, да, просто... На котлетки шарики. Да, можно, это как тефтилики можно. Это мы обсуждаем для наших телезрителей, Ага, чтобы они Ну когда да, смотрели. что поняли, что это такое вообще, да? да, да. Итак, получается, мы берем, вот, например, вот такой кусок, да? Примерно. Да, Или чуть побольше. чуть побольше, где-то 50 граммов. Ага, вот так. И на сухой сковородке или как? Ну, обычно можно их запекать, а можно, значит, в небольшом количестве воды. Мгм. потушить. Водичкой? Водичкой, водичкой. Чтобы они в воде, да? Ага, все-таки, да, значит, у нас легкий ужин. Вообще, когда мы говорим о здоровом питании, там нет понятия жарко. Ну, то есть вот в большом количестве масла и так далее, и так далее. Если мы жарим, то обычно мы жарим на капле жира, на антипригарной сковороде или на гриле тоже на одной капле, да, а потом тушим. То есть это тоже основа, наверное, да. Потому что когда жаришь, канцерогены и все прочее. Да, Опять да, же, вроде образуются считается вредно. продукты, да, образуются конечные продукты, значит, вот эта гликация распада, и они вредны для здоровья. Они имеют такой накапливающий эффект, который потом выражается в различных этих Неприятности, проблемах со проблемы могут здоровьем, возникнуть. да, вплоть до онкологических заболеваний. Поэтому жарки в нашей жизни должно быть, ну, минимум жарки. Меньше. Либо гриль, либо тушение. Да, гриль, тушение, запекание, варка на пару. Шашлыки. Шашлыки, конечно, можно, но шашлыки все-таки мы не каждый день едим. Ну, конечно. да. Поэтому вполне допустимо. Иногда вот мои знакомые или люди, когда узнают, что я диетолог, они начинают смотреть, что же я кушаю. А, сама. Да. Да, И конечно. так удивляются, что я кушаю, в принципе, все. Но. Как это Почему-то типа? Как это почему-то типа? они думают, что диетологи должны на какой-то строгой диете сидеть, от всего отказываться. Мгм. Ничего подобного. Только травы и все. Да, когда Овощи, на травы и здоровом, всё. да, когда на здоровом питании здесь как бы основной рацион должен состоять из таких природных, цельных продуктов, где-то 80%. А 20% может быть того, что может быть и не совсем Сублимированные. полезно, да, для организма. Но когда их малое количество, Ну, это в принципе они не делают не такой тенденцию, не критично. делают. Да, Ну, не критично. А как ваши родные, ну, семья относится к этому? Как они тоже соблюдают? Ну, им, скорее всего, приходится соблюдать или как? Ну, скажу так, что им А? Приходится соблюдать, потому Ага. что готовлю дома я, Ага. готовлю дома я. И, конечно, им приходится, как только вот я, значит, перешла на здоровое питание, когда стала вот, профессионально заниматься диетологией, конечно, я пересмотрела весь наш рацион, и мы просто вредные продукты не покупаем. Если мы раньше покупали кулями там белый рис,
сахар, потому что варенье там заготавливали и так далее. Сахара мало. Печенье прямо там ящиками брали, да. Из Ну, те- пальмового масла, скорее всего. Да, которое, и теперь, конечно, этого нет. Мгм. Поэтому им приходится соблюдать. Приходится. Но при этом я всегда рассказываю о полезности продуктов. А лекции читаете? Да, Дома да. тоже? Потому что у меня младший сын, Ага. он не понимал, почему мы стали вот так питаться. Это что такое, типа? Да, и я Мы же стала- мужики, типа. Да, Да. я стала рассказывать, насколько это важно, что в каждый прием нужны белки, что ты мужчина, ты растешь, тебе надо мышцы наращивать, и ты должен следить, чтобы в каждый прием пищи был белковый продукт. Обязательно. Желательно это мясо, это же этот молочный белок и так далее, да? Мгм. И при этом клетчатка для работы кишечника. Ну да, чтобы это Мгм. правильно переваривалось. Да, а то да, у нас же, как всегда считалось, что Да. якут траву не ест. Да, да, да. Ну, это расхожая фраза. Ну. Ага. На самом деле это от незнания. На самом деле Ну, якут да. травы всегда хорошо кушал. Ел, да, говорят. Пока он не перешел на хлеб белый, да? Мгм. Белый хлеб. Наши- Кстати, вот, да, Да. мы вчера как раз разговаривали Да, же, да, да, про традиции наших Мгм. предков, да, как Мгм. они питались. Да. Расскажите, пожалуйста, про это. Мне было интересно, сейчас продолжим как раз. Да, наши предки питались очень разумно, да, я вот просто поражаюсь, насколько мудрый у нас был народ, но в принципе это характерно для всех народов, наверное, где есть вот традиционные свои национальные, значит, блюда, своя национальная кухня. До появления хлеба, землепашества, это до середины 19 века, наши предки питались так. Все думают, что якут все время кушал мясо. Ну да. Да, мясо он Ну, кушал, мясо но в кушал. основной массе он кушал после забоя, Мгм. в зимнее время. Летом, потому что, ну, Да, негде летом хранить. негде хранить. И зато он круглый год кушал рыбу. Мгм. И подледная рыбалка всегда была развита. летом сети. И летом сети всегда. Ну. Заготавливала растительную пищу, да. Это Ягоды, и травы, да. ягоды, травы, коренья. Причем заготавливал в таких огромных количествах. Он сушил эти травы, из значит, заболони молол муку, делал муку. И вот эти якутские лепешки, которые готовил, они были не из этой муки заболони. И туда добавлялись такое? еще растения. Заболонь — это такая мягкая кора, под лиственничная или сосновая, мягкая кора. Под твердой корой есть такой тоненький слой мягкой коры. Ну, кстати, Он да. такой мягкий. Ну, да-да-да, когда вот дерево... И это, в детстве, я знаю. особенно, вы, наверное, пробовали, может быть, да? Она сладкая чуть-чуть. Она сладкая. Мы Сладко- очень сладковатая. любили жевать. Жевать, да, как жвачка, ну. Это генетическая память. Слушайте, это генетическая память. Ну, Да. возьмешь ветку, это Ага, вот так ага. жуешь. Что еще мы кушали? Ням-ням, да? Ням-ням. Эти одуванчики. Ням-ням, да, Это, обязательно. да, тоже добывали, тоже заготавливали. И слепни обязательно. Да, потом лес, смола лиственничная, Но. сосновая, тоже жевали в лесу. То есть это, я считаю, генетическая память. Никто же нас специально этому не учил. Ну да, мы как-то так шли и кушали. Как... Вот. И молочная продукция практически тоже. Кисломолочка. Да, и кисломолочка В в основном, основном, да. потому что молоко, оно не хранилось. Это и кумыс, и тыбыпах, и мдан, вот эти напитки, Ну, да, ну. они хорошо Сорок. влияли на кишечник. И поэтому у наших предков был очень здоровый кишечник. Мгм. Мгм. И, значит, иммунитет хороший, потому что 60%, 70% иммунных клеток, как раз они находятся в да, кишечнике. ЖКТ, да, я В знаю. ЖКТ. Да. И вот поэтому был хороший иммунитет. И вот когда говорят, что наши предки раньше болели просто вот эпидемией туберкулеза, то это неправда. До вот середины 19 века туберкулез встречался спорадически. Единичные случаи были, Мгм. но не было такого, чтобы вся семья болела. У них был очень крепкий иммунитет. Мгм. А когда перешли на хлеб, на чай, сахар, то уже с конца 19 века, начала 20 века, как раз в то время, когда становилась вот советская власть, тогда уже все болели туберкулезом, прямо с семьями, Эпидемии, да. поселениями, как Ну да, да. эпидемия. Целые эти... А потому что иммунитет пострадал. Резко. Резко. Ну, в течение и вот как раз отмечают ученые, что произошло резкая смена вот этого образа питания. У нас же белково-жировой тип питания был. Мгм. И тут резкая смена на углеводный тип питания. Позабыли все кисломолочные продукты. Ага. Стало очень много углеводов, простых углеводов в рационе наших предков. Мгм. И все.
Появились Ну да, проблемы я со здоровьем. как раз разговаривал с человеком, да, вот он утверждает, что если что и погубит народ Саха, это не алкоголь, а именно углеводы. Да. Потому что, да, считается, что же у нас нету фермента, который расщепляет алкоголь. Да. В том числе и нету фермента, который Да. расщепляет углеводы. Да. Вы согласны с этим? да? Я согласна с этим. Что все-таки, ну это, наверное, не только вот у нашего народа, да, это практически у современного человека, потому что такого изобилия рафинированных продуктов, ну, никогда не было. Это только последние 50 лет. Ну, количество это всё народу растет, появилось. всем нужно Да, кушать, да. и, придумали. конечно, корпорации придумывают Да. все прочее, да, и Надо накормить их надо хотя бы всех, надо такой всех ценой. накормить. Да. Ага. Ну и, конечно, эти продукты, они для бизнеса, они очень такие прибыльные. Конечно, Их да. не надо долго выращивать, их просто вот где-нибудь там нахимичили, И раз. придумали. И выбросили на рынок. Да, и выбросили на рынок огромную партию. Да, Они мощная хранятся реклама, и все бесконечно. поэтому кушают Да, чипсы да, и все прочее, и сникерсы. Газированные колы. напитки, Да. это просто беда, бич наших детей. Ну, Вот. И сейчас стало очень много тучных детей. Очень много. мгм. Ну, вспомните за свое время своих одноклассников в классе. Может быть, один человек был 1-2. с лишним весом, но ожирения ведь не было. Ну да, Да, кстати. были такие крепенькие, с лишним весом, может быть, избыточной массой тела, но ожирения не было. А сейчас полкласса упитанных Чуть ли детей. не. Потому что И гиподинамия. ожирение пошло, да. Не бегают по улицам, как мы, по Да, трубам. Да, да. И это вот беда. Вроде бы родители стройные, а дети уже с проблемой. А это вот они как бы жертвуют современного рынка рафинированных продуктов. Так. Тоже беда своя. Мгм. Ну, пока у нас котлетки жарятся, я, наверное, начну шинковать Да. морковку для салата. Мгм. Да? Ага. Вы же говорите, что вот диетологией занимаетесь уже 15 лет, больше, да? Диетологией я занимаюсь, 3 года. 3 года. Да, 3 Да, года. нет, ну вот то, что вы сказали, что да, здоровым образом жизни? образом жизни, Да. да. А как вы пришли к этому? Как я пришла к Да. этому? Ну, то есть это же, ну, как бы сознательный отказ от чего-то. Да, ну от хорошей жизни, конечно, да, потому что в окружении у меня было много проблем именно с употреблением алкоголя. Близкие. Мгм. Близкие люди, Ну. да, и, конечно, Ну, у нас же Для вообще меня. ЗОЖ воспринимается это в первую очередь отказ от алкоголя. От курения от алкоголя. да, в первую очередь Здоровый так образ жизни. воспринимается, Но. но здесь все-таки ЗОЖ это такое понятие собирательное же, да. Там не только отсутствие вредных привычек, это называется трезвость. Трезвость, да. Ну, Трезвость, трезвость это да. другое, да, чуть-чуть, да. Нет, ну, как бы трезвость это вот это- включается туда. Да, включается Но не весь, понятие. не весь комплекс ЗОЖ, понимание, правильно? Да, обязательно здесь должно быть в комплексе. Это здоровое питание, Ну. это режим по нашим внутренним часам, по нашим природным часам, да. Это режим питания, режим сна. И, кстати, вот сейчас нездоровый сон, он тоже выходит на первое место, особенно вот у молодежи, когда они засыпают очень поздно. Да, ночью сидят перед компом Да. до 2, до 3. Я сыновей тоже говорю, да сколько можно, говорит, иди ложись спать. Да. Утром за рано встанешь. Да. Нет, сидит до 4, рубится. Но это ужасно, особенно для мужского пола. Особенно. Да, особенно для мужского пола, потому что в ночное время вообще у нас идет выработка вот этих наших гормонов, Ну да. активных веществ. Да, какое-то в том время, числе- там функция чего-то печени, чего-то. Да. Это мелатонин, гормон сна, который позволяет нам высыпаться, спать. Гормон роста, да, который позволяет обновляться нашим клеткам. Это гормоны голода, насыщения. В общем, они все, значит, все они вырабатываются и гармонизируются, скажем так, Во в сне. ночное время, да. Но это время примерно с 9 часов вечера до 3 часов ночи. Ну, то есть надо с 9 уже потихоньку, с 7, Да. 8 надо потихоньку Да. начинать успокаиваться. И главный гормон мужской, тестостерон, то же Тестостерон. самое, да. Ночью. Да. И вот когда человек не спит, а эти гормоны вырабатываются только когда человек спит, представляете? Да. В фазе глубокого сна. Мгм. Когда он не вот просто уснул, да, а примерно через час наступает эта фаза, значит, надо в 10 часов ложиться спать, чтобы успеть поймать вот эту секрецию вот этих гормонов. И причем мелатонин, допустим, он очень такой чувствительный гормон, он вырабатывается только в кромешной тьме. Кромешный. Кромешной. Да.
Поэтому, особенно у нас летом, как белые ночи, да? Надо обязательно Или такие фонарь в окно светит, да? Да, занавески И жесткие. все, мы у себя уже обкрадываем выработку этого гормона. Гормон не вырабатывается, когда какая-то лампочка горит, какое-то освещение есть в комнате. Раздражитель, да? Да, идет раздражение. Вот. И это тоже очень важно. То есть здоровье все-таки, да, и когда мы говорим об образе жизни, это не только здоровое питание. И не только отказ от алкоголя, И- запомните. Да, это и трезвость, и здоровое Да. питание, и режимы, и физическая активность, физические нагрузки. Да. Соизмеримо возрасту, полу, там, состоянию. Ну и работа со стрессом. Ну, вот 3 основных, наверное, 5 основных таких компонентов, которые позволяют, ну, сохранить свое здоровье и даже вернуть свое здоровье. Возможно. Да, да. Потому что болезнь развивается не в одночасье. Она Ну да, развивается исподволь. Потихоньку. Сначала возникают какие-то функциональные нарушения, а потом только уже, если пренебрегать вот этими Уже необратимые могут моментами, быть, да. да, уже могут быть уже необратимые органические изменения. Мгм. Так. Работа со стрессом, вы упомянули же, да? Да. Что нужно делать? Ну, работа со стрессом, вы удивитесь, но я скажу, что к стрессам ведут дефициты. Дефициты витаминов, минералов, дефицит сна. Мгм. И чтобы правильно бороться со стрессом, все-таки надо изменить образ жизни, высыпаться в первую очередь, пить достаточное количество воды, правильно питаться, чтобы достаточно было белков, клетчатки для работы кишечника, чтобы это все усваивалось, потому что, а потом только идут восполнение дефицита там, в виде комплексов витаминных, да, БАДов, но они-то не будут усваиваться, если кишечник плохо работает. Поэтому все, работа со стрессом должна начинаться с правильного питания, с здорового питания, я так считаю. Да. С восстановления работы желудочно-кишечного тракта, кишечника, чтобы все, что мы ели, а это все витамины, минералы, вот все это природные продукты, чтобы из них усваивались все витамины, надо восстановить работу кишечника. А это вода, тщательное жевание, это питание по режиму, 3 основных приема пищи обязательно должно быть. Это в каждый прием пищи должен быть белковый продукт. Обязательно. Обязательно. Даже когда перекусы делаем. Клетчатка. Так. Правильные жиры, вот правильные полезные жиры. Тоже. Про сало интересовались, я Да. сказала, надо кушать правильно. Во время То, что пандемии надо. особенно стало Нужно, понятно, да, для вот работы легких обязательно Да. кусочек сала навернуть-то можно. Обязательно, обязательно. 1-2 кусочка сала в день, это прекрасно. Это прекрасно. Да? Вот. Что еще? Вот про питание, ну говорят же, можно чуть-чуть, но часто. Либо обязательно только 3 раза. Как в вашем случае? Что вы рекомендуете? Иногда говорят 5 приемов пищи, поздний завтрак, Да. полдник, Как ужин. диетолог я рекомендую условно здоровому человеку питаться 3 раза в день. Условно здоровому человеку. Условно. Ну, потому Да. что мы все нездоровые, Да, по большому да, счету. да. Если так взять, то придраться можно. Да. Все равно что-то врач найдет. Да, и если есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно когда есть обострение, то да, там в некоторых ситуациях рекомендуется и дробное питание, да, то есть 5 раз питаться, там, с перекусами 6 раз. Но условно здоровый человек в ремиссии хронических заболеваний все-таки 3 основных приема пищи. Это наши природные внутренние часы, это работа меридианов наших вот этих, работы внутренних органов, когда они, вообще наши внутренние органы секретируют ферменты, вот эти соки пищеварительные, как бы импульсами. Каждые 4 часа. Вот с утра проснулись, 8 часов, всплеск активности вот этих ферментов. И как раз в это время надо покушать. Конечно, завтрак нужен. А мы кофе сразу. Да, а мы кофе на голодный желудок, а потом это Да. все схватило и все, и заработали себе заболевания. Поэтому кофе надо пить, конечно. Кофе очень хороший продукт. Потом. Чуть позже. Ну, потом, После завтрака. да, после завтрака, через час, может быть, после завтрака, да. Причем кофе натуральный
Да, Да, зернах. потому Обязательно. что сейчас же в основном молодежь чем увлекается? Они покупают. вот Быстрым, эти- 3 в одном. Да, 3 в одном покупают Ужасно. и думают, что это кофе. Нет, нет, это не Нет, так. это не кофе, да. Вот такой он, конечно, вредный. Анастасия Дмитриевна, школа здорового питания, вы же еще этим занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, вот в нашем центре с 2021 года работает школа здорового питания. Да? О Для котором мало населения. кто знает, вы, по-моему, это Да, говорили. который мало кто знает. Это для населения нашей республики. Эту школу веду я. Значит, в этой школе, эта школа состоит из 4 занятий, посвященных основным базовым понятиям здорового питания. Так? И там даются базовые знания, теоретические. По этой школе записаны, все 4 занятия записаны на видео. Они размещены у нас в YouTube-канале нашего свой Центра YouTube-канал. общественного здоровья. Да. И очень часто я размещаю ссылку на них в канале, публичном канале, опять же, Школа здорового питания, ЕКТ, в телеграм-канале. Телеграм-канале. Можно туда зайти. Тем более, что они, вы, по-моему, рассказывали, что они бесплатные. Да, эта школа совершенно бесплатная население. После того, как человек обучился, как бы теоретически, да, освоил программу, он по желанию может зайти на марафон. Это уже месячный курс, бесплатный курс, так? Где, опять же, дистанционно я сопровождаю в течение месяца, 1,5 месяцев, где мы на практике отрабатываем все технологии здорового питания. Вот начиная с питьевого режима, тщательного жевания, режима питания, с технологией здоровой тарелки, правила ладони. Так, это что такое? Здоровая тарелка? Вкратце. Да, что это такое? Здоровая тарелка – это если человек садится трапезничать, Так. желательно, конечно, все, что он хочет скушать, положить на одну тарелку, да, для того, чтобы было понятно. Обычно, вот давайте тарелку вот эту возьмем, Давайте. и я примерно покажу. Хорошо. Ага. Примерно тарелка, да, это я вижу 20-22 сантиметра примерно такого диаметра. Тарелка Ну, делится, стандартная. да, стандартно, делится пополам, и половина тарелки всегда должна быть заполнена салатом. Салат, зелень, салат, всегда. Это клетчатка. Овощи. Это медленные углеводы. Это овощи, лучше заправленные нерафинированным растительным маслом. Да? Лучше оливковым. Лучше оливковым Так. или ленным. Наше очень хорошее Ну, а, российское кстати, да, масло. сейчас вот, да, сейчас его тоже продвигают. Да, льняное. это источник омега-3. Следующую половину делим пополам. И у нас получается 2 четверти. Вот 1 четверть, она всегда должна быть заполнена белковым продуктом. Вот вам и туда и красное мясо, и курица, Вот и курица. рыба, Да. и там и яйца могут быть, и все что угодно. То есть любой белковый продукт. И 1 четвертая – это гарнир, углеводный гарнир. Это крупы могут быть перловка, гречка, пшено, там какие крупы еще, ну я любимые, то есть эти могут быть как кускус, булгур, вот эти модные появились. Это могут быть макароны из твердых сортов пшеницы. Это может быть, Паста. да, паста. И это может быть, ну, допустим, тоже картофельное пюре или картошка отварная, то есть гарнир. Рис может быть? Рис может быть, ну лучше бурый рис, Бурый, да? который прошел минимальную шлифовку, сохранил свои зародышевую оболочку, минералы, витамины, клетчатку какую-то часть сохранил. Вот. И получается, человек уже видит, ага, белок есть, значит, углеводы у меня медленные есть гарнир. Ага, для моей микробиоты корм есть в виде салатов зелени, есть, все. Цветное все красивое. Все цветное, красивое, и как бы это поднимает аппетит действительно. И человек как бы знает, что ничего не То есть, забыл. мне кажется, еще то, что вот сразу все выложить, будет понимание, сколько я съел, чтобы не было переедания, и правильно? это его норма. И тут работает правило ладони как раз. Так. Если это мясной продукт, то это ладонь без пальцев.
Вот буквально. Если, вот такой кусок. да, если это вот большая котлета, то как раз котлета вот размером Должна с быть такая. ладонь, Ну, шириной. тут здоровая, Да, здоровая, большая котлета. бывают же люди, которые с огромными ладонями? Да, Они, им больше больше. нужно. Им А, больше да? нужно. Особенно это касается мальчиков. Я хочу столько же котлет, как у папы, сидит 7 лет. Ну посмотри на свою ладонь. У тебя ладонь маленькая, у папы в 3 раза больше. А, Поэтому ну всё. папе надо в 3 раза больше. Вырасти сначала, а потом. Да, да, да. Мгм. Это получается биологический какой-то показатель, да? Да, А. да. А если рыба, то размером в ладонь, но уже с пальцами. А. Вот наши караси, да, мы же очень любим караси. Ну да, то есть Вот один карась можно сложить Да, и съесть? достаточно. Я бывает уже и 8 съедаю за раз. Много, да? Ну, 8... Жареных в масле. Жареных. Ну, многовато, конечно, Да, чёрт. многовато. Но потом иду в Особенно спортзал. жареных. Зато потом иду в спортзал сразу. Ну, наверное, не сразу, а Ну, не через сразу, да. Ну, полтора как бы, часа да, потому хотя что, бы, как бы, да? внутреннее это, чувство вины сразу возникает, что я переел, надо идти. Короче, Ага, вот. Ну, хорошо, что у вас сознательный такой подход, и вы понимаете. не, ну я, потому что если я много ем, я с возрастом чувствую, что, ну, начинаю в весе прибавлять. Конечно. Тяжело, да. Да. И поэтому говорю, иди в спортзал, все, Да. нечего. Вот я, почему, Либо легком чувство голода со стола встать, Да. даже в праздники. почему вот с возрастом появляется лишний вес? Потому что едим столько же, сколько в 20 лет. А двигаемся меньше. Двигаемся Метаболизм, намного меньше, метаболизм конечно. сократился. Мы не расходуем ту энергию, Ну да. которую добыли. Вот и лишний вес. Это тоже природный закон питания. Да. Сколько взяли, столько должны отдать. А у меня еще такой вопрос. Бывает же так, да, что вкусно поешь, Мгм. после еды хочется спать. Это же неправильно или это нормально? На самом деле это не совсем здоровый, скажем так, признак. Да, нездоровый. Да, это чаще всего возникает, когда Переел. есть проблемы с желчеоттоком, когда желчный пузырь это сигналит. Скорее всего, желчь, возможно, уже стала такая вязкая, плохо отходит. Или наоборот, ну, в общем, это проблемы с желчью. Да? И здесь, конечно, чаще всего, почему возникают проблемы с желчью? Когда мы пропускаем основные приемы пищи, когда большие перерывы между приемами пищи. Кстати, да, вот это тоже. Желчь накапливается, она густеет. А если это годами, десятилетиями, образуются камни. Вот. Желчнокаменная Да, болезнь. и вот очень частая проблема. Сейчас многие 40 плюс уже ходят с удаленным желчным пузырем, потому что камни там образовались. Вот. И поэтому здесь надо подумать про это. Значит, надо начать пить достаточное количество воды. Обязательно надо начать питаться по режиму, чтобы не было застоя желчи. Сколько жирные воды продукты. нужно пить? От веса, да, по-моему? Да, все индивидуально зависит от веса. Ну, в среднем, например, я В вешу среднем 70. 40 миллилитров на килограмм идеального веса. То есть рост То есть минус 100. 3 литра. Ну, 7. Да, 3 литра. Значит, 3 литра, 3 больших стакана вы должны выпивать в день. И не считая морсов, супов, кофе или все жидкости туда Других входят. иных жидкостей, да? А? Не считая. Других не, иных жидкостей. не И других- считая. Не считая иных Да, жидкостей. Ты да. просто воду. Мы живем на крайнем севере, мы очень много воды выделяем. Мы выделяем просто вот когда дышим, 1,5 литра воды. Мгм. С мочой выделили тоже 1,5 литра воды. Мгм. С потом пол-литра воды выделили. То есть не с потом, кожа просто вот дышит. А когда в спортзал ходим, потеем, мы там и литрами теряем воду. Ну да. И получается, мы должны восполнять седой с напитками, мы получаем, 2 литра. 2,5 Возможно, да. литра, Мгм. да. Значит, надо восполнять Надо восполнять обязательно. Мгм. водой. Да. И говорят, теплую воду маленькими глотками. Правильно? Да, маленькими глотками, залпом не стоит пить, маленькими глотками, теплую воду с утра, как проснулись, за час, за полчаса до еды, через 2 часа после Ну, у меня такая еды. уже привычка выработалась. Я встаю, сразу стакан воды. Минимум один. Да-да-да. Желательно теплый с лимоном. Типа ощелачивать воду. Да, можно с лимончиком, можно огурец Так, туда и добавить. давайте это для телезрителей расскажем. Да, Дальнейшие наши действия. ага. Очистили морковку, добавили грецкий орех. Да, так, не сильно мелко я нарезала, чтобы как бы ощущали, да. И добавляю сюда Давайте мы это всё лишнее оливковое масло. Ну, примерно... Заправка. Да, столовую, это не рафинированное масло, столовую ложку добавляем. Опять же, нерафинированное масло должно быть, конечно, в каждой семье, и мы должны каждый день его употреблять. Но опять же, бывает так, что люди
заправляют салат каким образом? Вот так, налили еще вот так, вот так. Что-то плавало. Да, то есть это тоже, хоть оно и полезное, но когда его много, это Ну тоже да, не очень-то конечно. полезно. Да? Слишком много лекарств тоже плохо Да, говорят. да, да, да. И во всем должна быть мера. Дозы. Мгм. Во всем должна быть мера. То есть, скорее всего, в школе вы свои об этом рассказываете тоже подробно. Об этом рассказываю, Да. учу составлять вот эту здоровую тарелку, Мгм. ага, учу, значит, режиму питания, для чего это нужно, почему надо пить столько воды. И, кстати, школьникам, когда рассказываю про воду, мне преподаватели сказали, вот я провела урок здоровья, ушла, а класс перестает пить кока-колу. М, Они начинают все таскать бутылки с водой. Спортивные. Ага, и потом они интересуются, а что ж такое говорите? Говорят, вот, говорят, вы ушли и все перешли на воду. Что случилось? Я То долго... есть до кого-то дошло, да? Да, Внутренняя просто мотивация, осознание. ага, я вспомнила, что я им рассказываю про эксперимент наших ученых. Когда они в одной школе среди семиклассников провели эксперимент. Один класс, где ничего не меняли, и другой класс, где детей, скажем так, заставляли пить литр питьевой воды за 5-6 уроков обучения. Мгм. И в том классе, где дети постоянно каждый день это выпивали литр воды, успеваемость повысилась в 1,5 раза, без дополнительных занятий. Просто вода. Они стали, да, намного дисциплинированнее, у них концентрация внимания улучшилась, память улучшилась, и педагоги просто были ошарашены, что Просто обыкновенная вода. обыкновенная вода. И не было такого, чтобы дети просто вот пластом на парте лежали на 5-м уроке. Обычно же так бывает. Да. Уже устают. Устают, Да, неинтересно. да. А если человек, который не мотивирован, нафиг какие-то еще Да. обучения. А вода же содержит кислород. Кислород в первую очередь идет при гипоксии в головной мозг, питает. Мгм. Да. И что, мы начинаем уже, по-моему, это Да. Раскладывать красиво, да? сервировываться. И Итак, вот благодаря и- кислороду. вот Да, такие и изменения. еще я знаю, что вы проводите уроки трезвости. Да. Причем в школах. Да. Что это? И почему именно в школах? Уроки трезвости. Да. Ну, понятно, что дети наши, в общем-то, ну, любой человек рождается трезвым. Любой человек, да? Да. Любое живое существо у нас рождается трезвым. И дети сохраняют свою естественную трезвость. Потому что как бы и законодательство их охраняет трезвость. Нельзя детям до 18 там Ну, употреблять, да. распивать, продавать Покупать, и да, так далее. да, да. И родители об этом заботятся. Вот. Но мало кто... Но что-то происходит. Да, но 18 лет происходит, знаете, вот как по программе, 18 лет даже на выпускном вечере Да. родители наливают своим деткам Шампанское. алкоголь. Да. Да. Все, поздравляем, вы вступили в взрослую жизнь. Так, Как будто сегодня- это атрибут сего- взрослой жизни. С сегодняшнего дня как будто можно. Да, идет программирование. И в семьях вот неосознанно родители тоже программируют. Вот тебе сейчас рано, а потом вот можно будет. И поэтому, когда мы проводим уроки трезвости, мы говорим, что это естественное состояние человека, которое надо сохранить на всю жизнь. Для здорового потомства, для здоровья себя, да, то есть, чтобы быть здоровым, оставить здоровое потомство. Что, в принципе, здоровое население, здоровый, значит, народ, это, в принципе, сильная страна. Ну да. Да. Вот. И, а когда мы спрашиваем у детей, что такое трезвость, они сначала отвечали, это когда ты не пьяный, Не пьяный. не пьяный. Так, Ага, держите. ага. А сейчас мы уже занимаемся этим давно. Ну, я лично уже 6 лет занимаюсь этим. Сейчас, когда уже прихожу в те же школы, где была, спрашиваем, что такое трезвость, они уже говорят, трезвость – это ясность ума. Трезвость Уже это, другое. Да, это когда ты осознаешь свои поступки, когда ты адекватно оцениваешь себя. Ответственен и Да, и даешь себе ответственность. отчет, Да. что ты делаешь. Да, вообще. да, 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 да. Что ж, Ну, давайте. соглашусь. Ну что ж, друзья, давайте, приятного аппетита нам, давайте попробуем, что у нас получилось. Давайте. Так, я сейчас измерю. Ну, с ладошку канает. Да, 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 да. И почему именно вот ладушка, да, это примерно, ну, где-то 150-120 граммов. И именно вот в этом количестве белкового продукта содержится примерно 30 грамм белка, который за раз усваивается. А больше никак. Больше не усваивается. Ну то есть, Поэтому- допустим, я там шмат этого огромный кусок мяса съем, часть не усвоится. Очень сочно, Классно. нежно. Здорово, здорово. Ребятам даже останется что.
Я у Семена подглядела, я, оказывается, мало размешиваю. Не так, как Да. Семен. Ну, Надо Семен очень что долго. там колдовал же, стоял так, бах, бах, что-то делал. Поэтому они у меня иногда разваливались. Тоже секрет, да, свой? Да. То, что я для себя тоже новое что-то получила. Часто повторяю, эфирное время у нас, к сожалению, не резиновое. Анастасия Дмитриевна, спасибо за интересную беседу. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру, да, пожелания для наших телезрителей. Для населения нашей республики я хочу пожелать, конечно же, здоровья, да, и это самая главная ценность человека – здоровье. И здоровое питание способствует именно сохранению здоровья. Поэтому я вас приглашаю пройти школу здорового питания нашего Центра общественного здоровья и для отработки практических навыков зайти на марафон формирования здоровых пищевых привычек. Найти меня вы можете в телеграм-канале «Школа здорового питания ЯКТ». Да, а я еще раз скажу, что у нас в гостях сегодня была врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Савина Анастасия Дмитриевна. Спасибо вам еще раз большое. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». На этом мы с вами, друзья, прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы. Просто Вкусно. вкусно.